В преддверии празднования 25-летия создания МВД по Ингушетии мы продолжаем показывать цикл сюжетов о сотрудниках правоохранительных органов, которые ценой собственной жизни добились мира и спокойствия в родной республике. 17 августа 2009 при нападении на РОВД в Назране рядовой Хусен Батаев оказался в самом эпицентре мощного взрыва. Еще одна история героизма в материале Рины Тичоевой. Атом, да? Он не видел папу, не слышал его голоса, не успел почувствовать отцовской поддержки. Но когда речь заходит о старшине Хусене Батаеве, его дети не могут сдержать слез. Нападение, которое перечеркнуло сотни надежд. 17 августа 2009 года для сотрудников Назрановского РОВД начался, как обычно, с построения. Несколько минут до трагедии, инструктаж и незваные гости. Террорист-смертник на машине, начиненной взрывчаткой, попытался заехать во двор управления. Старшина Батаев и его товарищи бросились его остановить. Я начал набирать номер брата Хусена, соответственно, он не отвечал. По приезду я увидел ту картину, которая происходила 17 августа на Назрановском РОВД. Это последствия въезда автомашины «Газель», начиненной взрывчатки. Вместе с товарищем, выхватив табельное оружие, Хусен открывает огонь по террористу. Водитель потерял контроль, и машина на некоторое время остановилась, что помогло многим сотрудникам оказаться в укрытии. Батаев решительно направился к «Газели». Едва успел коснуться двери, как раздался мощный взрыв. Мой брат и для меня, и для всех герой, так как поступок его был именно геройский. Братья Хусена, которые в тот день были неподалеку, услышали взрыв и бросились на помощь брату. Только было поздно. В этой суете они не могли найти знакомые черты, обошли все больницы республики, соседние Осетии и Грозного. До последнего не могли поверить, что это их младший, родной Хусен, которого так все любили. Он был душой компании, где он находился в компании, всегда веселились, смеялись. У многих его друзей до сих пор и на сегодняшний день в телефонах и в памяти сохранились его фотографии, где он, и видеосъемки, где он всегда подшучивает. Он мог прийти на свадьбу над невестой, пошутить. Естественно, мог на похороны прийти, там быть соответствующим образом. Но он был человеком веселым, жизнерадостным. Хусену Батаеву уже удавалось избежать смерти. В ночь с 21 на 22 июня 2004 года, когда на республику произошло вооруженное нападение бандгруппы, Хусен вместе со служивцами оказался в эпицентре события. Тяжело раненого сотрудника ОМОНа Часыгова он спас, рискуя собственной жизнью. За героические подвиги его наградили медалью за отвагу. Вот уже 9 лет семья живет гордостью за старшину Батаева. Я его в то время просила уйти с работы. Он тогда говорил, что были такие ситуации, да, нападали, убивали прямо по дороге. И он приходил такой расстроенный и говорил: мне жалко, что я не могу оказаться в этот момент рядом, чтобы нагнать их. За героический подвиг, совершенный в день нападения бандгруппы на РОВД, Хусену Батаеву присвоен орден мужества посмертно. Все братья Хусена работали в правоохранительных органах. У них многочисленные награды. Видимо, совершать подвиги в этой семье стало традицией. У старшего брата Мовсра на груди также блестит орден мужества. Будучи на рядовом мероприятии, мы провели задержание лица, находившегося в федеральном розыске. Я тогда получил осколочное ранение предплечья, области живота, коленного сустава. После многочисленных ранений Мовср Батаев проходил несколько месяцев курс реабилитации. Некоторое время вообще не мог даже шаг сделать от боли. О том, что в тот день он, рискуя жизнью, совершил героический подвиг, не жалеет. Кому-то надо защищать республику, кому-то надо защищать то спокойствие, устанавливать то спокойствие, которое сегодня есть. Нет, не пожалели. И еще раз скажу, что не пожалели. Почему? Потому что мы решили продолжить эту династию. Тот, кто успел у нас сегодня вырасти и поступить в какое-то учебное заведение, мы его направили. Учебное заведение, кадетское училище, находится в Москве. Старший сын мой учится в кадетском училище.
войск Национальной гвардии, училище имени Шолохова. Самый старший брат Магомед тоже на пенсии. Признается, военное прошлое научило его справляться со своими эмоциями. На работу в структурах он устроился самым первым. Говорит, время было неспокойное и непредсказуемое, поэтому готовым нужно было быть ко всему. А погибшие ребята, каждый по-своему, были ему дороги. Эти лица до сих пор, они всех этих ребят, начиная с 92-го года, всех ребят, которых с нами нету, они, честно говоря, перед лицом всегда у меня, перед глазами стоят. Их, конечно, невозможно забыть. Увидев где-то фотографию или услышав имя, ты вспоминаешь те моменты в процессе службы, повседневные такие бытовые моменты, шутки всякие, вспоминаешь, и постоянно они стоят перед глазами, и помнишь ты этих ребят, и забыть невозможно. Имена всех героически погибших сотрудников при исполнении увековечены на аллее памяти на Сыркоште. Теперь это большие деревья. И когда мы снимали сюжет о открытии этой аллеи, это были просто саженцы. Прошло много времени, но народ, который потерял лучших сынов, никогда не забудет это время. Здесь много имен. Булгучев, Оздоев, Хаматханов, Цычоев. Все эти люди отдали свои жизни для того, чтобы сегодня мы жили в спокойном регионе. Лина Цычоева, Адам Далаков. Новости 24.